Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил двухдневный рабочий визит в Таджикистан. Лавров встретился с президентом Рахмоном и министром иностранных дел Сираджиддином Мухриддином. Лавров символично начал свой визит с посещения 201-й российской военной базы. Напомним, что 10 тысяч российских военнослужащих дислоцируются в столице страны Душанбе и городе Бахтар по договору с Россией до 2042 года. В рамках своего визита на военную базу Лавров также сделал весьма неожиданное заявление, выразив надежду на вступление Таджикистана в ЕАЭС. Мы очень рассчитываем, что ваши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре все-таки определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Наблюдатели отмечают, что в свете происходящих в последние недели массовых нарушений прав мигрантов из Таджикистана и сам по себе визит Лаврова и его заявления выглядят вполне ясным сигналом о том, что Россия требует от таджикского режима определиться, вступив в ряды стран-участников ЕАЭС. Это важно для России именно сейчас, потому что страны Центральной Азии играют особую роль в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, нейтрализуя их влияние. По ряду важнейших вопросов внутренней повестки. Напомним, вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, обсуждается с 2015 года. Однако Рахмон уклоняется от предложений, осознавая негативные последствия для своего режима от ЕАЭС, вступление в который будет означать прекращение многих связей с Китаем, от которого таджикский режим экономически зависит сегодня в значительной мере. Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примечательно, что Россия уже далеко не в первый раз применяет такой метод давления на Таджикистан, массово преследуя таджикских мигрантов. Так, в 2011 году Россия устроила массовые задержания и депортации таджикских трудовых мигрантов в ответ на обвинительный приговор в отношении 2 российских летчиков, обвиненных в контрабанде. Сам же обвинительный приговор со стороны таджикского суда также был далеко не продиктован строгим следованием букве закона. Годом ранее родственник президента Рахмона был осужден подмосковным судом на длительный срок за попытку сбыть 10 килограммов героина. Таким образом, российские власти делают вид, что они работают, и делают вид, что они кого-то победили. Они отвлекают внимание населения от реальных проблем, которые есть в российском обществе.